Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире передача «Взгляд из Иордании» с доктором Шана. С вами Махашана. Чтобы принять участие в программе, задать вопрос или высказать свое мнение, напишите нам в комментариях. Из Иордании. Из-за того, что у этого образования есть много преимуществ. Но у моих гостей особая причина – это учеба на родине, в городе Нальчик. Сегодня у нас в гостях члены клуба выпускников вузов Нальчика. Эндокринолог, диабетолог доктор Надима Шопом, консультант, ревматолог доктор Тамара Кандур, стоматолог Селина Быж и кандидат технических наук, секретарь клуба доктор Ибрагим Бароков. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Доктор Надима, как появилась идея создать клуб выпускников вузов Нальчика? Идея была у старших выпускников, но как не появилась на свет. 4 года назад случайно выпускники встретили в Нальчик и подумали, почему у нас нет своей ассоциации, чтобы укрепить наши дружественные отношения и общие интересы. Поэтому. Спасибо. Как или когда серьезно начали подготовиться к созданию этого клуба, доктор Тамара? Когда вы создали этого клуба? Начали подготовиться к созданию нашей ассоциации в конце октября 2013 года. А в феврале 2014 года наша ассоциация была официально зарегистрирована. 5 мая 2014 года была церемония открытия нашего клуба выпускников вузов Нальчика. Очень молодой клуб. Какой цель поставит перед собой ваш клуб? Укрепить отношения между выпускниками, укрепить отношения между выпускниками и всеми национальными обществами, помогать студентам развитие в области науки и социальные отношения и сохранить связи с родиной. Очень хорошо. А с какого года начались иорданцы учиться в Нальчике? Какое общее количество выпускников в стране на сегодняшний день? 50 лет назад уехали наши первые студенты учиться в Нальчик. Не знаем точное количество сколько, но приблизительно 300. 30% из них получили докторскую степень в разных областях наук. Очень хорошо. А с какими проблемами сталкиваются выпускники вузов Нальчика? Единственная трудность это при установке на работу, потому что все экзамены, когда установиться на работе, это на английском языке, а обучение в Нальчике на русском языке. И после этого еще надо над собой работать и себя показать. Но все-таки все выпускники хорошо устроились на работу и делают свою карьеру успешно. Очень хорошо. А у нас в гостях еще один выпускник Нальчика, инженер Мухаммад Чока. Он пришел к нам не с пустыми руками. Он пришел с музыкальным инструментом и даже подготовил номер. Что вы хотите нам сыграть, Мухаммед? Я буду играть старинную кабардинскую мелодию.
очень красивая мелодия нашей известной черкесской музыкантской Абида. Спасибо. И продолжаем с доктором Селина. Как ваш клуб помогает выпускников? Во-первых, добрый вечер. Наш клуб объединяет выпускников, он организует общение и взаимодействие. Еще наш клуб налаживает и укрепляет контакт как внутри сообщества выпускников, так и между выпускниками и вузов Нальчика. Необходимо сказать еще, что наш клуб отличает от остальных, что он проводит и организует заседания и встречи с выпускниками на рабочем уровне. Также надо сказать, что мы участвуем в, участие наших выпускников в работе при формировании данных баз об информации про каждому. Спасибо. Есть некоторые клубы и ассоциации выпускников России и СССР. Есть ли связь и сотрудничество между вами, доктор Ибрагим? Да, конечно, существуют разные ассоциации, занимаются выпускниками и тоже занимаются отечественниками. Наш клуб является членом в Координационном совете, который соотечественников, который занимает делами и интересы наших соотечественников. Тоже мы наблюдаем близко то, что происходит, интерес наших соотечественников, что им нужно, какие дела можно развить и в каком отрасли можно развить, и молодежь тоже, чтобы участвовали в них, в этих координационных советах. Существует тоже клуб Ибн Сина для выпускников бывшего Советского Союза. Мы очень в дружном отношении с ними, тоже сотрудничаем в культурном и научном и социальном уровне тоже с ними, и мероприятия проводим вместе иногда. Очень дружное и близкое отношение с ними. Также существует ассоциация врачей, говорящих по-русски язык. Мы на большом этапе сотрудничали, особенно в день, который здоровый день, который мы проводим каждый год. Безоплатный здоровый день, который рассматривает для общества. Этот день бесплатно. Тоже врачи, говорящие по-русски, участвовали в этом, и их больничные с аппаратурами тоже участвовали очень хорошо. Мы в близком отношении. Также есть тоже клуб «Надежда» для женщин. Много из выпускников женились из России и из родин тоже. Их жены являются тоже членами в этом клубе. Они смотрят за их делами, их интересы. Клуб тоже участвует, помогает как возможность. Спасибо. А как относится вузов Нальчика к вашему клубу? У нас очень хорошее отношение между нашим клубом и вузом Нальчика, так как наш клуб развивает международные отношения и участвует в большинстве основных мероприятий, то, что проводится в Нальчике. И поэтому у нас очень специальное и хорошее отношение. Очень хорошо. Доктор Ибрагим, как секретарь клуба, расскажите, пожалуйста, какие ваши достижения на сегодняшний день? У нас много достижений, может, времени не хватит рассказать все это, но я буду рассказать в три направления, основные три направления, которые мы работаем. Мы работаем в научном направлении первых и очень даем внимание на научном уровне. Наши выпускники, у каждого есть своя специальность. Они проводят лекции, ознакомительные медицинские лекции и другие социальные лекции, которые будут пользу в обществе и пользу нашей молодежи тоже, которые развиваются, и расширяем их взгляд на будущее. Это в культурном уровне один из них. Также мы проводим каждый год, мы обучаем наш родной язык, черкесский язык.
Каждый год у нас три курса кабардинский язык и бжадокский язык. Разными диалектами на черкесском языке проводятся 3 курса. А также у нас курс на русском языке с усилием наш преподаватель, доктор Махачана, и желающие тоже. Мы достигли до 3-го уровня. Даже мы получили 2 оценки сертификата. Один из Министерства высшего образования с России, а второй с Университета дружбы народов. Это мы гордимся, то, что мы получили, это сертификат за усилие обучения русского языка. Тоже у нас мероприятия проводятся на культурном уровне. Тоже проводим культурные сессии, культурные совещания с молодежью тоже. Наши молодежи тоже есть, которые поддерживающие наши члены, которые проводят мероприятия, рисунки. Тоже мы проводили художественные галереи до инженера Насима Ярвасана 3 дня. Это было под эгидой мэра города Акалбельтаджи. Проводилась эта выставка, и очень желающие посмотреть эту выставку приходили, даже мэр города купил несколько картин. Тоже у нас скажем, на социальном уровне проводим поездки на родину. Ежегодно поездку на родину участвуют желающие из общества, из черкесского общества, из выпускников. В прошлом году 2 поездки было в одном году, 28 человек с их семьями. Даже выпускники показали свои жены, свои детьми, где они учились, в этом городе мы учились. Это наша родина, показывали им наша родина. Что более ностальгии была у всех наших выпускников. Знаете, после того, как человек возвращается с учебой, он хочет построить себя, пока построить себя проходит время, неожиданно, несколько лет, и придется вернуться на родину иногда с таким ностальгией, с таким теплым отношением. Тоже многие нас участвуем тоже на социальном уровне с многими черкесские ассоциации. Их мероприятиями участвуем. Особенно в день черкесского языка 14 марта мы участвуем ежегодно. И день черкесского траура 21 мая тоже мы участвуем ежегодно. Вот это основные направления, в которых мы участвуем и расширяем взгляд на молодежь больше. Да. Такой молодой и небольшой клуб, и такие серьезные и большие мероприятия. Как вам удается все это делать? Вообще-то, первое я скажу за то, что коллективная работа. Коллективная работа, и каждый у нас свой специальность. Мы объединяем наши усилия. Мы работаем как один человек. Все в благо клуба, в благо нашей молодежи, наших детей на будущем. Мы смотрим на наших детей, которые мы можем помогать им, как можем мы поможем им, чтобы расти с образованием, с культурными и социальными знаниями тоже. Вот и много тоже расскажут наши коллеги. Будем с вами через пару минут.
им. Расскажите о ваших будущих планах. У нас многие мечты, но то, что мы работаем на ближайшее время у нас, мы собираем открывать центр, научный центр, который обучает языков. В первый уровень и в первую очередь наш кабардинский язык, сохранить наш черкесский язык на кабардинском диалекте и разным диалектам. Тоже обучение русского языка будет проводиться и продолжаться, и других языков. Этот центр скоро будет открываться, и мы работаем над этой программой сейчас. И на будущее мы смотрим, как на молодежь больше всего, даем больше внимания, как можно улучшить развитие и на социальном, и научном уровне молодежи. Знание как больше дается. Тоже, чтобы сохранили их язык, родной язык, и освоили других языков тоже. Потому что в жизни сейчас, в нашей жизни надо иметь несколько языков, чтобы житься хорошо или иметь отношения и найти хорошую работу. А на будущем мы надеемся дать этот путь нашей молодежи, чтобы продолжали путь, который начали наши старшие, наши коллеги, оценить этот клуб и его работу. И в будущем будем смотреть, как будет дальше. Мы слышали, что вы организуете концерты в Иордании, 2 концерта, по-моему. Да. Можете рассказать поподробнее об этом? Да, конечно. Мы приглашаем артист Шарл Хусейн, он заслуженный артист Кабардино-Балкария, и музыкантов, артистов тоже 6 человек. Будет 2 концерта проходиться. Первый концерт в гостинице Holiday Inn 11 сентября с 8 часов до 12 с ужином, с открытым ужином будет, и развлекательные программы будет. Тоже наша молодежь будет играть на аккордеоне, который имеют наши выпускники, и сыновья наших выпускников тоже будет на этом концерте. Шарл Хусейн будет на неделю, будет выступать 2 концерта у него, как я сказал, первый в Holiday Inn, а второй будет в Дворец культуры. С Черкесской ассоциацией мы еще не решили, с кем будем сотрудничать, с каким ассоциациям, и будем проводиться это 14 сентября. Это будет, чтобы поддержать наш центр, который мы будем открывать скоро, и чтобы рассказать людям об этом центре, как он важен это для нашего клуба и для общества. А сколько стоит билет и на концерт, и где можно его купить? Можно купить в клубах у нас, наш бухгалтер-инженер Фаридон Шакам, можно купить у него, тоже у меня можно купить этот билет. Тоже можно у нашего председателя клуба, инженер Ради Шауиш, купить у него. И если общаться с кем, с любым членом, он может тоже продать вам билет. А билет стоит в Holiday Inn 50 динаров. В Дворец культуры 3 категории билета будет. Первая категория 30 динаров, вторая категория 20 динаров, а третья категория 10 динаров будет. Это будет как шоу больше всего, танцевальное шоу и музыка, и песни тоже. Как я сказал, в сотрудничестве с Черкесской ассоциацией. Да. А мы приглашаем наших телезрителей пойти на эти концерты. У нас еще видео. Иорданием шипсот диквашти шипхам фахус гуапа фзох. Иджи си гуапа фзогабляга аман сентябрем фоджадем. Ипшикузра, ипшикуплмра шекочину сишхазагва концертом. Сакшна мжага бардемичинуш адига джогогупер. Йокчи дигуапа тичитфаф фнеблагара димакамахам фзода уама. Концерт на ужим адига джогдаха драгочину дигугаш. Фишат дусовгаплу, дезерлаагу, фипсаучер лагматфафш. Мисмака бардем дизунаслам да дипсаучер фотоатану дигуапаши. Мы сегодня, наш эфир был в доме Пуатхама Шигима. Спасибо его большое за гостеприимство. Вы смотрели «Взгляд из Иордании» с доктором Шана.
С вами была я, доктор Магашана, и наши гости, доктор Надима Шигам, доктор Тамара Пандур, доктор Селина Беж и доктор Ибрагим. Спасибо. До встречи, Спасибо желаю вам. вам всего доброго и до свидания.